Шановне господарство, сьогодні у нашій хаті свято, коли ласка в нашу хату. Але, перш чим свято починати, давайте господиню нашого центра мастацької творчості сустракать. Сустракайте, коли ласка, Абрамова Людмила Владимировна. Вам слово. Здравствуйте, дорогие гости, ребята и взрослые. Я очень рада видеть таких замечательных, творческих людей, которые сегодня присутствуют на нашем празднике. Центр раскрывает двери для любой творческой личности. Здесь с удовольствием ребята рисуют, с удовольствием делают поделки, поют, танцуют, ставят постановки. И вот новой традицией явился вот такой новый праздник, в котором поучаствовали школьники Фрунзенского района. Я рассматривала работы, представленные на конкурс, посвященный этим весенним праздничным дням, и с таким удовольствием, и с таким чувством гордости, что в нашем районе есть такие талантливые ребята. Просто, во-первых, фантазия какая, во-вторых, исполнение ваших работ просто замечательное. Хочу поздравить вас всех со всеми наступившими праздниками священными, святыми, вернее, с теми государственными праздниками, которые наступают. Счастья, добра вам, улыбок, тепла. И, конечно, с удовольствием будем рады видеть вас на наших конкурсах, которые, опять же, возрождают традиции нашего великого, замечательного государства. Представитель первой птицефабрики Сокол Наталья. Здравствуйте, уважаемые детки, родители, педагоги. Для первой Минской птицефабрики это большая честь, на самом деле, сегодня поучаствовать в таком прекрасном событии, потому что праздник Пасха, все работы, которые нами были тоже отсмотрены, все было потрогано, оценено, я думаю, по заслугам. Значит, праздник Пасхи, как я говорила, уже это для нас святой праздник. Потому что без яйца, без нашего, прежде всего, такого священного прекрасного продукта не проходит ни один этот праздник. Вы все прекрасно знаете. И по вашим работам, по вашему глубокому пониманию мы это все еще раз оценили. И спасибо вам большое за то, что вы все такие талантливые, что вы все хорошенькие такие, чтобы вы всегда улыбались, радовались. Мы тут немножко тоже наградим вас за это, потому что каждый труд, он должен награждаться. Добрый день, уважаемая администрация Центрального художественного творчества, уважаемые преподаватели, педагоги, руководители. Очень приятно находиться сегодня здесь, в такой теплой атмосфере, видеть таких талантливых людей нашего Фрунзенского района. Я немножко открою секрет, ненамного я займу. Дело в том, что на этой неделе было мероприятие городского уровня, так называемый пасхальный кулич. Это достаточно высокого уровня, и открою такой секрет, что с данного учебного заведения данные работы были выставлены в Доме Москвы, где действительно были оценены на высоком уровне все эти работы. И сегодня я хочу сказать, что мы можем и дальше творить чудеса, показывать действительно хорошие работы нашего района, выявлять лучших из лучших активистов нашего района. И эти активисты никогда не останутся без внимания и без поощрения. Сьогодні у нашій хаті свято, коли ласка в нашу хату, будем лельник сустракать и все свято вспоминать. Успомним мы свято купальня, дожинки, да колядки,
А прийдем до весенних свят, традиций весенний хоровод богат. Од нас их Лелю выбирать, и Ладу, богиню весны, сустракать, да пераможцу конкурсу весенний хоровод и верней Саш объявлять. Сябры, вы рады нам допомагать, самую пригожую девчинку выбирать? Тады приемного прогляду. Почнем мы с вашего загаду. Просим не разыходиться до самого заканчэння свята. У вас и про концы чакает сюрприз. Приемного прогляду. Зараз на сцені узорний хореографічний ансамбль «Дяніця» гімназії номер 4 під керівництвом Наталії і Анатолія. Зустракайте, коли ласка. Тишина.
звычайнае, не спальваюць усе свае старыя рэчы. Свята Купалі адбываецца ў гонар летняга сонцазвароту. І таму, як сімвал сонца, на жардзіне падымаюць і запальваюць кола. А ці правда, што ў гэтую ноч расліны пераходзяць з месца на месца, а дрэвы размаўляюць між сабой? Так, але ўбачыць гэта можа толькі той, хто знойдзе папараць кветку. Гэта кветка дае магчымасць разумець мову птушак і звяроў, бачыць будучыню і падземныя скарбы, але знайсці яе не так проста. Цвіце яна толькі купальскую ноч, і якую, дарэчы, нельга спаць. А калі я засну? У гэтую ноч вельмі моцнымі станавіліся злыя духі зямлі, і таму трэба было заставацца бадзёрым, каб абараніць сябе. А па кутах хаты трэба раскласці кветкі Іван да Марка. А што яшчэ рабілі? Яшчэ з раніцы жанчыны збіралі зёлкі на лекі, а дзяўчаты збіралі кветкі, каб плесці вянкі і варажыць. Калі дзяўчыне вянок збіралася аж на 12 розных трав, то сёлета яна выйдзе замуж. А з раніцы сустракалі купальскае сонца, якое незвычайна гуляла, быццам бы пералівалася усімі сваімі колерамі. А ў раніцу смех дзявочы гучны гучаў, як сонца пералівалася. Як, хіба ви не ведаеце, в даўніну нашыя продкі пакланяліся шматлікім багам і багіням, сярод якіх ляля, багіня вясны, маладосці і прыгажосці. Ёй нават прысвечана цэлае свята ляля. А яшчэ з яе імем звязаны такія словы, як лялька, люлька, лялека, гусел, які прыносяць дзяцей. Катя? Ой, Катя теперь поняла, откуда наши матули произносили люли-люли. Бабуля, а кто из нас самая-самая найлепшая, подобная сапраўднай лялі? Пакуль не ведаю, але гэта павінна быць самая прыгожая не толькі стаўным тварам, але і душой. Самая працавітая, самая прыгожая, самая таленавітая, самая шчырая, самая-самая. Ну давайте устроим конкурс и выберем из нас самую тую ж и назовем ее Велечкой. Давайте, але вырашаць не нам, а гледачам і журы, в складзе якога удзельнікі конкурсу Вяснов і Карагод. А мы уже вянки сплели. Добра. Свечечку
Древа у позолоте, воклич журавлиный, в осень на болоте все журавины. Быть сам песня тая, в осень золотая. Отчиняйте усе хаты на дожинки, гей, на свята, на славу мы попрацавали и добрый урожай собрали. Давайте водить хороводы, и няхай злуются усе неузгоды. Гей, музыки, заиграйте, мы пошили себе платье. Перед вами был театр моды Конашевич Вероники Александровны. Аплодисменты. Головные уборы складали самую колоритную и мальовничую частку белорусской жаночай выборы. Было некалькі відаў жаночага головного убору. Ушанка, тушан носили зимой. Было некалькі способов повязания. Жаночыя галаўныя уборы мелі вельмі важнае сацыяльнае абрадавае значэнне. Па іх выглядзе можна было вызначыць сямейнае становішча, узрост жанчыны і матэрыяльнае становішча. Галаўныя уборы выкарыстоўвалі ў абрадах і рытуалах. Напрыклад, на вяселлі дзяўчаты урачыста зменялі цягочыя уборы на жаночыя.
Я б хотела вам поведать про абуток. Як мужчины, так и женщины ранее носили лапти. Их было несколько видов. Глухие лапти – это лапти, которые плелись вельми туго. Скуранные лапти – пахлопень – это лапти косого плетения. Ой, что такое пояс? Еще в початку 15 століття пояс был неотъемлемой часткой славянского одения. Повседневным, на свято одевали его. Так само ритуально. Пояс носили девушины, мужчины, дети, взрослые. Женщины носили его на талии, поверх фартука, альбо под грудями. Мужчины высоко над грудями. На животе альбо ниже живота. По поясе могли узнать, який чоловік. Кашуля – самый головный элемент одения наших продков. Все остальные речи так и дополняют все. Кашули шили широко, с длинными рукавами и узкими. На концы ухоживались вышивкой. Вот и пришло свято коляда. У коляду ходили колядовщики и шукали коляду. Знайшли її для ворот двора. У дворі 3 темы. У першим светит месяц, у другим ясно соненька, у третьем ясны зорочки. Коловрат – это старожитный символ солнца и Бога, адлюстрованный на лиловой ладони немовля. Тому и называли коляда. Батька господар – это месяц светил, маті ясно соненька, а детки – зорочка. Хоть колядная ночь уже и прошла, але мне хотелось бы поколядовать зараз, погадать и рассказать, что наши повышанные глядачи с вашего загаду выдумали у колядную ночь. Будь ласка, дайте мне свою руку. А в чем же вы думали у колядную ночь? Вот о чем марила молодая девчина. О пьянке, о Беларуси, до любви до Беларуси. А вы, коли ласка, не могли бы мне дать свою руку? Я вам погадаю зараз. Я полетела, дай, мои крыла невыносимые, я полетела вдаль. Аплодисменты, коли ласка. А зараз, коли ласка, я хочу вам погадать. Да и, мама, вашу внучку. Дружите. Предложи другую, не смог донести, я не поцелую. Слухаем, о чим марять наші глядачі. Я зайшов у речку, а я все думає, переходим речку. А зараз где мне найти молодую да пригожую девчонку, коли ласка, о чем вы думали в эту ночь? Добро. А вы, коли ласка, о чем думали в эту ночь? О любви. А зараз усі співають, хто ведають эту песню. Коли ласка, лучки музыки заиграйте. Прямые забытые свидания, прижечки березовый восток, такие речушки. Дякую, коли ласка, глядачі.
Аплодисменти, будь ласка. Ой, колядочки, блины, ладочки, ой, люли-люли, блины, ладочки, ой, люли-люли, блины, ладочки, ой, колядочки, вы купцы, ой, люли-люли, вы купцы, ой, люли-люли, вы купцы, коляда, коляда, Перед вами выступал ансамбль «Ровесник Габо машин» «Кофемашина». Аплодисменты, коли ласка. Дякую. Василинка, что ты такое зробила? Птичку. Бабушка сказала, чем лучше сделаем птичку, тем быстрее придет весна. Сапраўды так, а ты, Василек, бяжы, дапамажы хлопцам збіраць старыя рэчы на вогнішча. Дзяўчаты, мы цяпер вы сапраўды як лялі. Кожная з нас створила свой образ. А ці гатовы вы сустракаць вясну, ці напеклі вы птушак з цеста? Тады бяжыце на самую высокую горку, подкидываеце птушак, спявайце вяснянкі, вадзіце карагоды, а мы паглядзім. Калі ласка, а зараз, дзяўчынкі, выходзьце, дапамагіце мне загадкі пазагадваць. Вы ўсе, менавіта мы ў зале, зараз мы размаўляем пра Беларусь, пра нашы традыцыі, а таксама пра стравы беларускія. Зараз мы загадаем вам загадкі, а вы, калі ласка, пастараецеся адгадаць, а дзяўчынкі нам раскажуць аб гэтых стравах. Итак, я пачынаю. Дзеці, будьце уважлівы. Наведваю, детки, я розные кветки, збираю нектар, найлепшие леки, природные аптеки, солодкий мой дар. Что это такое и кто это такие? А ты мне? Что это такое? Пчелка и мед. Есть такие напиток, как медовуха. Зараз нам про напитки расскажут, девчонки. А еще есть напиток стибель. Это горячий и солодкий. Его пили по несколько разов у день і продавали корчмам. А видавали його у деревнях і городах.
і в городі. Так, дякую. А зараз відгадайте, коли ласка, загадку. Активні глядачі, коли ласка, слухайте и отгадывайте. Под липовым кустом метелица мете. Что это такое? Як вы думаете? Это муку сеють на сітка. Ось така старожитна загадка. Скажіть, будь ласка, а які страви готують з муки? Что готовят с муки? Что ваши матули готовят с муки? Хлеб. А я ще что? Пельмени, блины. Добро. Скажите, а что у блины мы кладем зараз? Отгадайте загадку. У рубашки родился, а голый ходит. Яйцо, яйки. Добро. А я ще, коли ласка, у воде родилась, а воды боится. Что это такое? Соль, добро. Белый, як снег, солодкий, як мед. Цукор, цукор, добро. Скажите, коли ласка, а ці ведаєте ви, що яшчэ на святах основною стравою быў хлеб. У бяднейшых беларусаў не заўсёды на стале гэта было. Расскажите нам, коли ласка, про хлеб. У славян выпечка хлеба заўсёды лічылася годным і высакародным заняткам. Яшчэ хутабуд апісвалася невялікія хаты-пякарні, у якіх хлебнік рыхтаваў хлеб. Такія памяшканні былі ў большасці вёсак, аднак у кожнай сям'і гаспадыня і без таго магла спячы хатні хлеб для сваіх родных. Раней хлеб лічыўся святым, яго нельга было кідаць. Калі хлеб зваліўся, у яго трэба было прасіць прабачэння. Добро, скажите, коли ласка, отгадайте на загадку мою. Я расту не на стволе, я заўсёды на столе. Мяне укусишь, не барача, ты одразу ты заплачешь. Что это такое? Лук. А что вельми смачно с луком мы поджариваем со шкварками? Что это такое со шкварками? Бульбу. Расскажите нам, коли ласка, про бульбу, девчонки. Стравы з бульбы вельмі смачныя. Ёсць камяк, ёсць бульбяная бабка, ёсць калдуны, а ёсць гаршочак, у які ложаць тушоную картошку з ушкамі парасячымі ды храшчыкамі. Дякую. Про что нам девчонки еще хотят рассказать, коли ласка? При прийомі їжі виконувалися стареншинства. За столом, хто мав більшу повагу, той садився ближе до господаря. Теперь такое мело зустрічиться. Справа від господаря садився старейший син, зліва – молодший. Жанчини за стол зовсім не садилися, тільки подавали їжу. А ви, коли ласка, прошу нам добре, дякую. А зараз, девчонки, коли ласка, сустракайте, канапелька, да хотите, помогите нашим хлопчикам. Побежали на гору, да высокую-высокую, да подкидывать птушек наших. Побежали?
свеце весна. Сапраўдная весна. Яшчэ пакуль не весна, ветер, холод. Давайте позовем яе. Давайте все разом повторять за мной. Весна, прийди, коли ласка. Весна, приди, коли ласка. Весна, приди. Все разом, вы не гучно мовите, тому не слышно ничего. Аплодисменты. Гэта богиня весны и ее дочка Жива. Добрый день. Лічылася, что до замужжа все славянки находились под ее опекой и заступництвом. Звязанное имя со стихией воды, живой, тягучей у криничках. У ахвяру ей приносили полевые кветки и травы. Отсюли звычай дарыть кветки на 8 заковика. А птушки были ей посланницами. И отсюль звычай спячи птушку. И колесо не вздымалось высоко. Все вздымали руки, да яго и хлопали. Давайте похлопаем мы нашей весне. Якая пришла до нас вы ночой объявить выявили конкурсу весенней хороводки, лельша и весенний вернисаж. Вы скажете слово, поважанное. Где наши ребята? Я хочу сказать, как и дочка весны, и как также человек, который занимался этим проектом, а именно вашим конкурсом. Мне хочется сказать вам большое-большое спасибо. Вы, оказывается, очень хорошо знаете нашу культуру, очень интересные работы предоставили. Ребята потрудились на славу. И эти все работы вот выставлены в нашем замечательном центре. И давайте поаплодируем сами себе, какие мы молодцы. Номинации, которую наши вот девочки сейчас между собой соревновались. Сейчас мы подойдем к жюри. Жюри сейчас решает, кто у нас победитель, кто у нас Лелечка. Жюри у нас уже вынесло свой вердикт. В номинации «Миловица» победила Боровик Анастасия. Сёння ў нашай хаце свята, калі ласка ў нашу хату, гей, рады спаткаць, гуляць дык гуляць. Сёння гудзе ад ранку у нас гулянка, а учора з вячора з намі гуляй, хто хоча, хоць да ночы, хто адгуляў, спачывай. Ліха з горам ды бядою скосім разам з лебядою. Гей, кінь гараваць, гуляць дык гуляць. Сёння гудзе ад ранку у нас гулянка, а учора з вячора з намі гуляй, хто хоча, хоць да ночы, хто адгуляў, спачывай. Покуль жывы в свеце людзі, так ці гэтак неяк будзем. Эй, жыць
здык гулять. Сёння гудзе ад ранку у нас гулянка, а вчора з вячора з нами гуляй, хто хоча, хоць до ночі, хто адгуляв, спачывай. Сёння гудзе ад ранку у нас гулянка, а вчора з вячора з нами гуляй, хто хоча, хоць до ночі, хто адгуляв, спачывай. Могут допомагать. Что было и марами, и с нами, все сбылось песнею пару. Мы спеваем и музыки с нами молодая Беларусь. Спеваем разом нашу песню, красный белорусский дом. Ясная радость в наших сердцах, и мы до сонника идем. Свято наближаем дружной плацей, с правой окрыляемся мы все. У моста вечным палацы мы встретим вечном росе. Спеваем разом нашу песню, красный белорусский дом. Ясная радость в наших сердцах, и мы до сонника идем. Спеваем разом нашу песню, светит нам веселый день. Ясная радость в наших сердцах, и сонника до нас идет. Лёсу неповторными шляхами, кожним пойде у своїм житті. Ти святая батьківщина з нами, тоді щастя нам знайти. Співаємо разом нашу пісню, красний белорусский дом. Ясная радость в наших сердцах, и мы до сонника идем. Спеваем разом нашу песню, светит нам веселый день. Ясная радость в наших сердцах, и сонника до нас идет. Аплодисменты, пожалуйста, нашему Святославу. Это соліст студії «Золотые голоса». Але яшчэ хочется подякувати педагогу организатора 4-ї гімназії, яка допомогла нам, а так само вся 4-я гімназія в этом святі. Дякую, коли ласка. Приходьте, коли до нас яшчэ